Александра Сергеевича Пушкина, отрывок из сказки «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях». Между тем царица злая, про царевну вспоминая, не могла простить ее, а на зеркальце свое долго дулась и сердилась, наконец об нем хватилась, и пошла за ним, и, сев, перед ним забыла гнев. Красоваться снова стала и с улыбкою сказала: «Здравствуй, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее?» И ей зеркальце в ответ: Ты прекрасно, спору нет, но живет без всякой славы. Средь зеленой дубравы у 7 богатырей, так что все ж тебя милей. И царица налетела на чернявку, как ты смела обмануть меня и в чем. Та призналась во всем, так и так царица злая, ей рогаткой угрожая, положила или не жить, или царевну погубить, раз царевна молодая, милых братьев поджидая, пряла, сидя под окном. Вдруг сердито под крыльцом пес залаял, и девица видит нищая черница, ходит по двору клюкой, отгоняя пса. Ей кричит она в окошко: «Постой, бабушка, постой немножко. Пригрожу сама псу и кое-что тебе снесу». Отвечает ей черница: Ох ты, дитятка, девица, пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел. Смотри, как он хлопочет, выйдь ко мне. Выйти к ней и хлеб взяла, но с крылечка лишь сошла. Пес ей под ноги и лает, и к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, он лесного зверя злей. На старуху: Наш лови, благодарствую за обед. Бог тебя благослови, вот зато тебе лови. И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит, пес как прыгнет, завизжит, но царевна в обе руки хвать поймала. Ради скуки кушай яблочко мой свет, благодарствуй за обед. Старушоночка сказала, поклонилась и пропала. И с царевной на крыльцо пес бежит и ей в лицо. Жалко смотрит, грозно воет, словно сердце пёсье ноет. Словно хочет ей сказать: брось она его ласкать, треплет нежную рукою. И в комнату вошла, дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села, ждать хозяев я оглядела, все на яблоко оно, соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно золотисто, будто медом налилось, видны семечки насквозь. Подождать она хотела, до обеда не стерпела, в руки яблочко взяла, к алым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа. Головой на лавку пала и тиха недвижно стала.